Прошел месяц с того момента, как в Башкортостане начала действовать семейная выплата для родителей 2 и более детей. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Фаниль Вахитов, управляющий отделением Социального фонда России по Республике Башкортостан. Фаниль Римович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Можно ли уже говорить о том, что новая выплата, которая действует месяц, вызвала интерес и у жителей нашей республики, особенно тех, кого она касается? Да, именно так и можно сказать. Мера оказалась очень востребованной. На сегодня мы получаем ежедневно тысячи заявлений. Наверное, можно сказать, что этому способствует как раз удобство подачи заявлений. У нас 99% наших граждан подают заявления через портал госуслуг. Можно сказать уже точно, что на сегодняшний день 90% заявлений мы рассмотрели, и по ним приняты соответствующие решения. Также можно отметить, что мы в этом году ожидаем около 300 тысяч заявлений по данной категории на ежегодную семейную выплату. И на сегодняшний день уже поступила треть этих заявлений. Это более 102 тысяч заявлений уже мы приняли и рассмотрели. И на выплату мы уже направили почти 700 миллионов рублей, если быть точнее, 698 миллионов рублей уже перечислено нашим гражданам. Фаниль Римович, расскажите основные условия получения этой выплаты. Ну, основное условие – это право на данную выплату у нас имеют родители, усыновители, опекуны или попечители, воспитывающие 2 или более детей до 18 лет. Также нужно учитывать, что при очной форме обучения это право распространяется до достижения 23 лет. Основное условие, которое необходимо для получения данной выплаты, это уплата НДФЛ. Естественно, речь идет о белой зарплате. И при рассмотрении данных заявлений мы проводим комплексную оценку нуждаемости семьи. Доход для расчета мы учитываем доходы, которые семья, вот если берем в расчет 2026 год, текущий год, мы берем доходы, уплаченные за 2025 год. Здесь важный момент, который очень важен для расчета, это средний душевой доход, который мы определяем, который действует при определении права граждан на данную выплату. Он не должен превышать полутократные величины прожиточного минимума на душу населения. Данная сумма составляет в этом году 23 673 рубля. И также можно отметить, что оценка, многие у нас семьи уже получают единые пособия. И при получении семейной выплаты комплексная оценка права, она, в принципе, аналогична, как и на единые пособия. Можно напомнить, что заявление можно подать с 1 июня до 1 октября ежегодно. И такая выплата, как я уже сказал, важная уплата НДФЛ, она предоставляется один раз в год. Принимаются иногда и, наверное, отрицательные решения. По каким причинам? Отрицательные решения принимаются, конечно, да. Здесь оно прямо вытекает из того, что я только что говорил. Самые важные условия – это уплата НДФЛ. То есть, если нет уплаты НДФЛ, то и это способствует тому, что мы в данной выплате откажем. Вторая наиболее частая причина, по которой мы отказываем, это тоже только то, о чем я говорил, это превышение полуторакратной величины прожиточного минимума на душу населения. Если это обстоятельство тоже не соблюдается, то мы тоже здесь будем вынуждены отказать. Ну и, наверное, третья, наиболее такая частая причина – это некорректные сведения, к сожалению, которые иногда встречают в заявлениях. Это, например, могут быть сведения о составе семьи, основании для получения алиментов, или граждане иногда ошибаются и указывают, просто ошибаются в реквизитах при заполнении заявлений на портале госуслуг. Мы уже говорили, что у нас большинство заявлений идет именно через портал госуслуг.
Вот что бы вы порекомендовали семьям, которые пока не уверены, могут ли они претендовать на эту выплату или нет? Наверное, один из самых простых способов – это подать документы через госуслуги и понять, можешь ли ты на это рассчитывать или нет. Да, но перед этим я бы хотел напомнить про размер выплаты, как он устанавливается для граждан, чтобы они тоже понимали. Во-первых, он индивидуален и в каждом случае рассчитывается отдельно. И можно его рассчитать, он рассчитывается как разница между уплаченным НДФЛ и суммой, исчисленной из того же налога по ставке 6%. Мы даже подготовили пример для наших зрителей, чтобы было более понятно. Например, доход гражданина в прошлом году был 800 тысяч рублей. Из этой суммы 13% уплаты налога составит 104 тысячи рублей. Для того, чтобы посмотреть, на какую сумму человек может получить семейную выплату, мы из того же дохода, напомню, 800 тысяч рублей, пересчитываем по ставке 6% и получается, что налог должен удержаться в размере 48 тысяч рублей. То есть вот эта разница как раз между начисленные и исчисленные в данном случае у нас составит 56 тысяч рублей. Можно даже этот пример немножко посмотреть с другого ракурса, что НДФЛ уплачивается по ставке 13%, мы исчисляем по ставке 6%, а заявитель налоговый вычет получает в размере 7% от уплаченного налога. И также можно сказать, что уже вот по рассмотренным заявлениям самый большой возврат по данной выплате уже на сегодняшний день составил 125 тысяч рублей. А то, что имеет право или не имеет права, то я предлагаю нашим заявителям перед тем, как подать заявление, попробовать в первую очередь рассчитать самим, имеют они это право или нет. Мы говорили о том, что как раз важный момент – это полуторакратный размер среднего душевого дохода на душу населения. Он составляет, напомню, 23 673 рубля. То есть гражданам нужно посмотреть их доход за прошлый год, разделить его на 12 и поделить на количество членов их семьи. Если он не превышает вот этого размера, 23 673 рубля, то можно подать заявление, и дальше мы его рассмотрим в установленном порядке. Ну и также важным является то, что на данную выплату имеют право граждане Российской Федерации. Это тоже существенный момент при подаче заявления, который нужно учитывать. Может как-то повлиять имущество, наличие имущества и так далее? Вот есть какой-то такой момент? Да, это тоже важный аспект. Я напомню, что при рассмотрении данной права на выплаты по семейной выплате мы учитывается, что граждане для определения права, для получения этой выплаты могут иметь одну квартиру любой площади. Если уже квартир несколько, то на каждого члена семьи должно приходиться не больше 24 квадратных метров. Если касается частного дома, то тоже можно иметь один дом любой площади. Но если уже несколько домов, то размер на одного члена семьи не должен превышать 40 квадратных метров. То же самое касается по земельным участкам. Для жителей города площадь земельного участка не должна превышать 25 соток, а если это жители сельской местности, то не должна превышать 1 гектара. Если говорить, какие доходы граждан учитываются? Да, здесь учитываются все официальные доходы за предыдущий год. Это зарплаты, пенсии, стипендии, алименты, доходы от предпринимательской деятельности, доходы от продажи имущества, доходы от процентов по вкладам в банках. Также учитываются доходы военнослужащих, денежное довольствие граждан, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств также учитываются при определении. И здесь тоже важным является тот момент, что
в отличие от единого пособия, доходы мобилизованных участников СВО также учитываются при рассмотрении заявлений по данной категории. При этом учитываются доходы обоих родителей. Здесь есть такой момент? Нет, здесь учитывается доход каждого родителя по отдельности, то есть он подает заявление, если у него есть уплата НДФЛ от дохода, то есть доход другого родителя не является, доход или отсутствие не является препятствием для того, чтобы один из них получил данную семейную выплату. Но каждый родитель не может получить? Может. Каждый родитель? Каждый родитель может получить. Но и подать заявление можно как через госуслуги, так и иным путем. Да, все в классическом варианте. Госуслуги – самый востребованный вариант. Кроме этого, у нас можно подать лично через любую клиентскую службу, которая у нас есть во всех районах и городах, а также через офисы МФЦ. Еще какие важные моменты нужно учесть, вот если коротко говорить, для семей, у которых есть двое детей и относительно невысокий доход? Вот какие важные еще моменты? Самый важный момент, про который мы уже отмечали сегодня, это полная корректность сведений, которые граждане указывают в заявлениях. То есть должен указаться полный состав, даже если у семьи есть дети и они проживают отдельно, все равно в этом случае нужно указывать полный состав семьи, независимо от места их проживания. Также важным является, что некоторые родители иногда пытаются указать, например, подает заявление один родитель, а указывает реквизиты для получения этой выплаты другого родителя. То есть этот вариант тоже, конечно, не подходит. Такие варианты нужно исключать. Каждый должен указывать только свои реквизиты и по ним уже получить выплату. Ну и также важным является то, что эта выплата у нас как раз предоставляется только через кредитное учреждение, через почту мы ее не доставляем. Фаниль Римович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как можно получить выплату, каким образом это сделать. Даже математический расчет мы бы здесь произвели, чтобы было понятно. Но если вдруг остались у кого-то вопросы, то на ваших экранах номер телефона, горячая линия, звонок бесплатный. Можно позвонить и задать свои вопросы, ну, либо, наверное, прийти в отделение социального фонда, правильно? Да, конечно. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа интервью о семейной выплате. Говорили сегодня. На наши вопросы отвечал Фаниль Вахитов, управляющий отделением Социального фонда России по Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.